Второе дыхание. Перинатальный центр Ингушетии за последние несколько месяцев сумел оптимизировать работу по всем направлениям и повысить качество оказываемых медицинских услуг. Яркое свидетельство тому – снижение детской смертности. В целом рождаемость в нашей республике, она по сравнению со средними цифрами по России намного выше. И могу отметить, что младенческая смертность за истекшие 8 месяцев по сравнению с предыдущим годом также снизилась где-то на 10%. В этом году перинатальным центром реализован проект «Бережливая поликлиника», который направлен на создание доброжелательной и комфортной среды в медучреждении. Задачами которой является повышение доступности оказываемой помощи, а также повышение качества оказываемой помощи и качества лечения, но и повышение эффективности работы учреждения в целом. Современное оборудование позволяет проводить исследования молочной железы, чтобы на ранних стадиях можно было выявить любую болезнь или патологию. В рамках первичной медико-санитарной помощи в женской консультации проводится работа, направленная на раннее выявление, а также профилактику злокачественных новообразований как молочной железы, так и органов малого таза. Кабинет маммографа, рентген, МРТ – все это удалось усовершенствовать. Лучевую диагностику можно проводить даже под наркозом. Также руководство перинатального центра заключило договор с ведущей российской компанией, которая является разработчиком программного обеспечения для обработки, реконструкции, анализа и хранения цифровых изображений. Также в центре нашем внедрена уникальная система Workstation Pack, такая многофункциональная рабочая станция, которая дает возможность дистанционно просматривать, анализировать, работать с любым цифровым оборудованием. Возможно также просматривать эти изображения и анализировать дистанционно. У того же Кулаковского центра можем спокойно консультироваться с ними. Если говорить об переподготовке, все специалисты в категории этого отделения, они имеют соответствующую подготовку, сертификаты и прочее. Естественно, все действующее. И ежегодно дополняют спецификацию к специализации своей, профилируясь именно в отношении перинатальной медицины, каждый на уровне своего подразделения. Республиканский перинатальный центр на сегодняшний день является ведущим родовспомогательным учреждением, определяющим основные направления развития акушерской, гинекологической и неонатальной помощи в Ингушетии. Мы со своей стороны делаем всевозможное по оснащению наших отделений новыми технологиями, которые позволяют нам снизить осложнения и кровотечения во время беременности. Это тот же аппарат СЛС задействован сейчас, закуплены к нему расходники, и это тоже дает свой хороший результат в плане снижения материнской смертности и инвалидизации. В рамках профилактики заболеваний, онкозаболеваний у женщин нами внедрена также лабораторная диагностика, это жидкостная цитология, это также мероприятия, которые проводятся для профилактики и раннего выявления рака шейки матки, что очень важно. Если раньше спасти малыша с экстремально низким весом в условиях старого роддома не представлялось возможным, то сегодня, благодаря современным инкубаторам, это вполне реально. В них ребенок развивается как в утробе матери. Ежегодно только из отделения патологии выписывают около 800 детей. Это новорожденные с экстремально низкой массой тела. Здесь, в отличие от реанимации, мамы могут навещать детей, кормить и помогать в уходе. На учете состоят женщины высокой группы риска. Это те женщины, которые, к сожалению, не могут оказать помощь на уровне обычных районных больниц, у которых есть определенные сложности, которые нуждаются в каких-то более серьезных исследованиях и в более, таком специализированном лечении. Качество оказываемой помощи в первую очередь зависит от квалификации специалистов, оснащения и обеспечения медикаментами и расходным материалом, отметила Мадина Хутиева. Акцент мы делаем на повышении квалификации наших специалистов. В рамках повышения квалификации у нас составлен сейчас договор с ведущим исследовательским центром имени Кулакова. 18 специалистов наших. Это и акушер-гинекологи, и неонатологи, и УЗИ-специалисты, также детские, и УЗИсты, а также специалисты МРТ будут обучаться на рабочих местах в
центре имени Кулакова. Также в этом году внедрена всероссийская медицинская информационная система, которая позволяет вносить все данные пациенток в единую цифровую базу. Все данные будут в электронном виде, и доступ в любое время, когда она переходит из женской консультации в стационар, в дальнейшем доктор видит ее данные уже в стационаре и продолжает медицинскую карту или на основании тех данных, которые он видит. Соответственно, это будет единая база всероссийская, и в дальнейшем есть вероятность того, что планируется, что каждый пациент будет видеть свои данные в своем личном кабинете. Всего в перинатальном центре около 20 различных отделений, в том числе и антенатальной охраны плода. Созданы все условия. Еще одна новая для республики практика – здесь начали проводить партнерские роды. А значит, один из близких родственников или подруга могут принять участие при рождении новой жизни и поддерживать роженицу. Преображение по всем направлениям деятельности намерены продолжить и дальше. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.